В современном мире насчитывается около 1,5 миллиарда мусульман. Это самая быстро растущая и в то же время самая молодая мировая религия. Откровение было ниспослано Мухаммеду в месяц Рамазан 610 года. В течение небольшого промежутка времени ислам распространился по огромной территории, от Испании на западе до Индии на востоке. Какими путями шло его проникновение в Башкирию и кем были его первые проповедники? В распространении ислама первейшее значение имели отнюдь не военные походы арабов, завоевавших сасанидский Иран, восточную часть Византийской империи, государство вестготов в Испании и множество других царств, а дагват или исламский призыв. В той же Испании, как пишет Август Мюллер, большинство населения стало мусульманами именно благодаря успешной проповеди вероучения. Дагват имеет свое обоснование в богооткровенном Коране, где Всевышний обращается к Мухаммеду со словами: «О пророк, мы послали тебя как свидетеля, вестника блага и увещевателя, призывающим к Аллаху с его дозволения и светильником освещающим». Сура Сонмы, аят 45. Аллаху Тааля в Коране говорит: «Удру иля сабили раббика биль хикмати валь мау'изати хасана». Призывайте к пути своего Господа биль хикмати мудростью, валь мау'изати хасана и добрыми, правильными увещеваниями. Это является основой ислама. Аллах повелевает всем представителям мусульманской общины также участвовать в исламском призыве. «Скажи, это мой путь. Я и те, кто последовал за мной, призываем обратиться к Аллаху на основе знания». Сура Юнус, аят 108. И пророк Мухаммад так говорит: «Аль-ильму фаридну аля кулли муслима муслиматин». Знание, оно, говорится, является фарзом, обязательностью для каждого мусульманина и мусульманки. Вообще шариат, он стоит на 3, так сказать, столпах. Первое – это знание, второе – это деяние, и третье – это ихлас. Исламский призыв достиг и просторов Южного Урала. Однако в какой период времени и каким образом? Эти вопросы особенно актуализировались в последнее время, что связано с общим ростом религиозного сознания. На протяжении нескольких веков в Урал и Поволжье господствовала апокрифическая версия исламизации региона. Согласно ей, еще при жизни пророка и посланника Божьего Мухаммада, то есть в первой половине VII века, в наш регион прибыли его сподвижники, сахабы, и обратили местного правителя вместе с его народом в ислам. Сахаба – форма множественного числа арабского слова «сахаби» – «соратник». Сахабы участвовали в походах, предпринимавшихся пророком Мухаммедом, были передатчиками преданий хадисов о нем, осуществляли дагват. Легенда о сахабах, совершивших исламский призыв, вызвала своеобразное соперничество между мусульманами Башкортостана и Татарстана. И там, и здесь возводятся мемориальные сооружения в честь сахабов, и там, и здесь претендуют на право считаться преемниками религиозной традиции, восходящие к самим сподвижникам пророка. Упомянутая легенда у многих исследователей вызывает скепсис ввиду малой вероятности появления сахабов на такой далекой окраине Айкумены, каковым было тогда Урало-Поволжье. Однако это все же было возможно. Может возникнуть такой вопрос: почему пророк послал своих сахабов именно к нам? Почему такую честь оказал? Это тоже очень легко объясняется. Мухаммед распространял ислам везде, где только можно. В том числе и в Китай он посылал своих представителей, в Византию, это был центр христианского мира. Он послал делегацию непосредственно императору Ираклию, это исторический факт. Он послал делегацию и шаху Ирана Хасрову Парвизу II. То есть тут ничего удивительного нету. Единственными местными нарративными источниками по ранней истории ислама в Урало-Поволжье являются Рисале Таварих Булгария, Хисам ад-Дина бен Шараф ад-Дина и Тарих Наме и Булгар, Тажиддина Елсыгула, в которых рассказывается о сахабах-сподвижниках пророка, прибывших в Волжскую Булгарию. Хисам ад-Дин бен Шараф ад-Дин аль-Булгари
Мусульманский автор, по мнению одних исследователей, XVI века, по мнению других, конца XVIII – начала XIX веков. Тадж ад-Дин Ялсыгул аль-Башкурди – башкирский писатель, суфийский поэт и богослов. Оба автора приводят один и тот же рассказ. Пророк наш, да благословит его Аллах и приветствует, отправил 3 своих сахабов в Булгар для проповедования ислама. Один из сахабов был Абд ар-Рахман бен Зубаир, другой – Зубаир бен Джада, третий – Талха бен Усман. Поначалу они выдавали себя за лекарей. В это время, как утверждает предание, Волжской Булгарией правил хан Айдар. С его дочерью по имени Туйбике случился паралич. Сахабы, обладавшие даром врачевания, излечили ханскую дочь. После этого весь народ царства принимает ислам. На этом основании сегодняшнее мусульманское духовенство объявляет Булгар духовной Меккой для всех мусульман Урала-Поволжья. Однако при ближайшем рассмотрении данной версии исламизации нашего региона рушится уже на том основании, что сама история о сахабах в Волжской Булгарии не может соответствовать исторической действительности. Согласно сведениям Таджиддина Ялсугула и Хисамиддина ибн Шарафиддина, сахабы, то есть сподвижники пророка Мухаммеда, распространяли ислам в Булгарии. Но здесь был серьезный анахронизм, который не позволял принять эти сведения, как говорится, вот, как исторический факт. А именно, дело в том, что Волжская Булгария возникла в начале X века, а Мухаммед, как мы знаем, жил в конце VI, начале VII века, то есть 300 лет разрыва. С другой стороны, Хисам ад-Дин называет конкретные имена табигинов, учеников сахабов из числа башкир. А значит, у него были какие-то источники, следовательно, данную историю нельзя отвергать полностью. Выясняется, что под понятием булгары подразумевались не только предки татар, но и предки башкир. И согласно родословной, которую приводит Таджиддин Ялсугул, получается, что Айдар – это предок башкирских ханов. И тут вполне все вписывается в эту канву. В самом деле, согласно легендарной генеалогии, проводимой в сочинении Таджаддина Ялсыгула и в ряде башкирских шежере, Айдар хан был потомком Иштяк-хана, прародителя башкир. Иштяк или Истяк – тюркское название угорских народов, которым нагайцы, казахи и другие тюркские народы именовали башкир. Именно поэтому часть мусульман Башкортостана считает, что сахабы явились не в Волжскую Булгарию, которая еще не существовала, а на территорию Южного Урала, к предкам башкирского народа. Прошли века. Многое позабылось. Легенда о сподвижниках пророка стала связываться с булгарской традицией, реанимированной в XVIII веке. Я могу сказать так, что вероятность того, что сахабы были именно у нас, гораздо выше вероятности того, что они были на территории современного Татарстана. В самом деле, в указанный период, то есть в первой половине VII века, Волжская Булгария еще не существовала, а на ее будущей территории не отмечено следов цивилизации. Напротив, на Южном Урале процветала протогородская культура, оставившая после себя такие памятники археологии, как, например, городище Уфа-2, жители которого занимались торговлей, металлургией, ювелирным делом. В уфимских могильниках найдены потрясающие по красоте золотые украшения, поэтому нахождение сахабов на территории Южного Урала, если, конечно, эта история имеет под собой реальное основание, является более логичным. На этом основании на возвышенности Нарыс-Тау, что в Мейкинском районе, был воздвигнут мемориальный комплекс в честь сахабов, а недавно построена мечеть. Люди верят, что именно здесь были похоронены сподвижники пророка и посланника Божьего Мухаммеда. Но перейдем от легендарной традиции к исторической, в которой вопрос об исламизации Башкирии традиционно увязывается с прибытием в Волжскую Болгарию багдадской миссии во главе с Ахмедом ибн Фадланом. Булгары принимают ислам, а с ними якобы и башкиры.
Эта историческая версия кочует из учебника в учебник по умолчанию уже десятки лет, хотя этому нет надежных подтверждений в письменных источниках. В 922 году по призыву правителя Алмуса в Волжскую Булгарию из Багдада прибывает миссия во главе с Ибн Фадланом, задача которой было обращение населения страны в ислам. Задача была выполнена. Однако из этого не следует, что исламизация башкир проходила под влиянием булгар, так как на сей счет нет никаких указаний. Около станции Чешмы есть Акзират, кладбище. Там находят надгробия, в которых надпись сделана куфическая. То есть это 7-8 века. Кроме того, и сам же Ибн Фадлан упоминает, что в его посольстве был башкир-мусульманин. Есть и другие упоминания. То есть у историков есть серьезные основания пересмотреть официальную дату принятия ислама в 922 году. То есть это важное событие произошло гораздо раньше. Напротив, письменные источники говорят о далеко не мирных отношениях между соседями. Арабский географ XII века Мухаммад аль-Идриси, рассказывая о башкирском городе Карукия, сообщает: «Карукия – красивый город с постройками из дерева и шатрами из войлока. На него часто нападают булгары, до которых 16 переходов, и они постоянно воюют друг с другом с незапамятных времен». На этом основании приход ислама из Волжской Болгарии представляется проблематичным. Ислам стал проникать в среду башкир задолго до миссии Ибн Фадлана, о чем говорит наличие в его караване башкира-мусульманина. К тому же в это время отношения башкир с мусульманскими странами Средней Азии были более тесными, чем с Болгарией, так как в те времена территория Башкирии на юге доходила до Аральского моря. Раскопанный в 1945 году Левашовский могильник, находившийся близ современного Стерлитамака, представлял собой мусульманское кладбище, датируемое IX веком, то есть временем, предшествовавшим экспедиции Ибн Фадлана. Следовательно, население Южного Урала было знакомо с исламом безо всяких влияний со стороны Волжской Булгарии. Поэтому, скорее всего, исламизация Башкирии шла посредством проповеди суфийских проповедников, шедших на Урал с территории Багдадского халифата, Ирана и Средней Азии, где ислам уже пустил глубокие корни. Мусульманская культура соседней Волжской Булгарии в X веке была еще слишком поверхностной, чтобы вести активную и, главное, убедительную проповедь среди башкир. Об успешном джихаде и насильственной исламизации башкир не могло быть и речи, так как автор X века Истахри пишет, что башкиры сильны и решительны, и никто из соседей не может их одолеть. В то же время сохранилось много башкирских преданий, в которых рассказывается о мирной проповеди ислама со стороны прибывших в страну башкир из Багдада и Бухары проповедниках. Суфизм особенно был развит в Башкортостане, даже вот по сравнению с Татарстаном, где все-таки превалировала идеологическая и теологическая ученость. А вот суфизм, как практика, это все-таки в Башкирии имел наибольшее распространение, если брать вот наш регион Урала-Поволжья. Исламский призыв в тех странах, где не было исламского правления, мог идти только посредством проповеди неформальных духовных авторитетов. Каковыми были суфийские шейхи и дервиши различных братств тарикатов. После нашествия полчищ Чингисхана и Батыя, когда казалось, что ислам вот-вот погибнет под ударами язычников, именно они сумели восстановить и упорядочить его положение тем, что они обратили монгольских ханов в ислам, а те сделали его государственной религией. Известно, что уже золотоордынский хан Берке принял ислам от суфийского шейха Сайф-ад-Дина Бахарзи, жившего в Бухаре. К этому же времени относится появление в Зауральской Башкирии другого суфийского проповедника. В Учелинском районе до сих пор почитается его могила, расположенная на горе Ауштау. Эпитафия звучит так. Это усыпальница шейха по имени Мухаммад Рамазан аль-Ауш. Жил в век Берке-хана, строителя города Сарай. Но, несомненно, эпохальным событием стал приход в 1313 году к власти в Золотой Орде хана Узбека. Узбек-хан, правитель Золотой Орды.
Годы правления 1313-1341. Принял ислам в 1321 году от суфийских шейхов Зинги-Ата и Саид-Ата, принадлежавших к тарикату Ясавия. Видимо, сразу после принятия ислама Узбек-хан объявляет его государственной религией. Это было невиданное для монголов новшество. Монголы были довольно индифферентны в вопросах веры, считая ее внутренним делом каждого. Сами они исповедовали древний тюркский тенгризм, являвшийся скорее мировоззрением, чем религиозной системой. Однако нововведение узбеков встретило сопротивление монгольской аристократии. Лидеры оппозиции заявили узбеку: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдем в веру арабов?» Узбек беспощадно расправился с ними, казнив 120 чингизидов. Знаете, после того, как ислам стал государственной религией, рост городов пошел, промышленность была очень хорошей, поэтому очень большое значение имело принятие ислама. Что касается Башкирии, то здесь ислам распространялся мирным путем, и окончательная его победа произошла до реформы узбека и связывается с деятельностью суфийского шейха Хусейнбека. Он прибыл с миссией по призыву правителя Башкирии, о существовании которого писал венгерский миссионер Иоганн Венгер, прибывший на Южный Урал в поисках прародины венгров. Государя же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Когда мы проповедовали им, они сказали: «Если бы вы сначала пришли, то мы во всяком случае приняли бы эту веру. Но государям постыдно, принявши один закон, с легкостью отступать от него и переходить к другому». Когда же мы участили поучения о вере и доказали сарацинским ученым всеми доступными нам способами, что весь их закон ложный, нас схватили и с жестокостью заключили в тюрьму, заковав в железо. И мы с радостью ждали смерти, но они, боясь татар, не смели на это решиться, ибо татары любят христиан, а их ненавидят и преследуют. Речь идет о времени, когда религиозная политика Узбек-хана еще не была приведена в действие, так как Иоганн прямо говорит о том, что монголы ненавидят мусульман и преследуют их. Следовательно, Хусейнбек прибыл в Башкирию именно по призыву государя всей Баскардии, который, несмотря на гонения со стороны монголов, и не думает отрекаться от ислама. За 6 лет пребывания в Башкирии католические проповедники не добились ничего. Интересно, что Иоганн Венгер упоминает о мусульманских ученых, живших в Башкирии. Были ли они представителями местной школы или чужеземцами, неизвестно. Во всяком случае, огромное влияние на тюркские народы, в том числе башкир, в это время имело суфийское братство Ясавия, названное так по имени Хаджа Ахмеда Ясави. Хаджа Ахмед Ясави, 1103-1166 годы. Поэт и эпоним суфийского братства Ясавия. Проживал в городе Яса, ныне город Туркестан в Казахстане. Отсюда его низба Ясави. Последователем Ахмеда Ясави был первый известный в истории имам Башкирии по имени Хусейнбек. Краевед XIX века Игнатьев записал башкирскую легенду, повествующую о том, что правитель Туркестана, святой муж Хазя Ахмед Ясавей хан, послал в Башкирию к Нагаям ученика своего Хусейнбека. Здесь этот миссионер не только сделал Нагаев добрыми мусульманами, но и обратил многих язычников. После этого Хусейнбек ходил отсюда в Мекку и, возвратясь, поселился опять на озере Акзират и стал главным имамом во всей Башкирии. После смерти он признан святым. На могиле его будто появился свет, и многие мусульмане стали стекаться на поклонение гробу Хусейнбека. Когда мимо здешнего места шел Тамерлан на погром России, то воздвиг этот мавзолей и сам прожил с ордою полгода. Мавзолей Хусейнбека и по сей день стоит недалеко от райцентра Чишмы. Ну, как в любой легенде, здесь есть и правда, есть и вымысел, а есть просто анахронизмы и ошибки. Ну, в частности, вот то, что Хусейнбек прибыл к Нагаям. Хорошо известно, что Нагая в это время не было. Нагайская орда образовалась в 15 веке. Здесь, конечно, речь идет о башкирах. И именно среди них проповедовал Хусейнбек.
По преданию Нагая, в данном контексте башкиры были не слишком ревностными мусульманами. Именно поэтому хаджа Ахмед Ясави отправил к ним одного из своих учеников, чтобы наставить их в вере. И вот в начале XIV века в Башкирию прибывает шейх Хусейнбек. Однако Ахмед Ясави жил в XII веке, а Хусейнбек в XIV. Как объяснить данную коллизию? Ведь, согласно преданию, они были современниками. Дело в том, что Хусейнбек считался учеником Ахмеда Ясави условно. По генеалогической цепочке духовной преемственности, так называемой силсиле, он действительно восходил к великому тюркскому мистику. Появление в Башкирии Хусейнбека не осталось незамеченным для современников. Арабский энциклопедист, историк и географ XIV века Шихаб ад-Дин аль-Умари писал: «Страны Сибирь и Чулман прилегают к башкуртам. В стране башкурт есть мусульманские кади, пользующиеся почетом». Умари был современником Хусейнбека, поэтому упомянутые им мусульманские кади, то есть судья, вершащий правосудие на основе норм шариата, и Хусейнбек, по всей видимости, одно и то же лицо. Если он был кадыем отправлен, то вполне возможно, что здесь вообще шариат был уже вовсю, так сказать. А он был как судьей, главным кадыем на территории Уралпура. Вполне возможно. Я не могу сейчас отрицать этого. Потому что кады не просто так был послан сюда. Итак, каким предстает перед нами Хусейнбек в свете исторических источников? Во-первых, он был княжеского рода, о чем говорит его титул «бек». Во-вторых, он был суфийским шейхом братства Ясавия. В-третьих, главным имамом Башкирии и шариатским судьей-кадием. На его надгробии высечена эпитафия: «Да будет милосердие Бога покойному хаджи Хусейнбеку, сыну Умарбека из рода Тарсас и из земли Туркестан. Господи Боже мой, не оставь его Твоей милостью. Хусейнбек, сын Умарбека, умер в 744 году хиджры, имеет от роду 76 лет. Внемлите, правоверные». 744 год хиджры соответствует 1366 году григорианского летоисчисления. Как, опять же, имам Раббани Хазратлар говорит в своем Мактубат Шарифе, говорит: «Ат-тарикату валь-хакикату хадиматан ли-шариати». Тарикат и хакикат – это помощники шариата. То есть шейх Хусейнбек, он был знающим, у него были большие знания кадые, знания большого ученого. Но помимо этого у него еще были сокровенные знания тасауфа. Что значит тасауф? Это значит душевное вот это вот очищение, душевное состояние. Хусейнбек представлял собой тот тип мусульманского священнослужителя, который доминировал в Башкортостане вплоть до недавних времен. Он соединял в себе ученость в области мусульманского вероучения, шариата, священного писания и предания с приверженностью науки о мистическом пути богопознания, то есть суфизму. В 17-19 веках на смену братству Исавия пришел суфийский орден Накшбандия, основанный уроженцем Бухары Баха ад-Дином Накшбандом. Орден сыграл огромную роль в распространении ислама в Зауралье и в Западной Сибири. Таким образом, можно заключить, что все культурные веяния шли в Башкортостан преимущественно из стран мусульманского Востока, а не из Волжской Булгарии, которая после монгольских погромов XIII-XIV веков фактически перестала существовать. Исчезли даже сами булгары. Во всех документах относительно Казанского ханства они не упоминаются. Итак, мы представили свой взгляд на вопрос исламизации Башкортостана. К рассказу о сахабах можно относиться по-разному, отрицать ее или принимать. Это, как говорится, дело веры. Несомненно одно – роль Волжской Болгарии в принятии ислама башкирами не подтверждается ни одним из источников. Вся эта версия основана исключительно на умозрении. В то же время нет никаких сомнений в том, что ислам на Южном Урале утверждали суфийские проповедники. В XIII веке это был Мухаммад Рамазан аль-Ауш, в XIV – Хусейнбек. К сожалению, имена более ранних имамов пока нам неизвестны.